Слово предоставляется представителю Министерства внутренних дел Мусаеву Байтику Мусаевичу. Уважаемые судьи, уважаемый председательствующий, я хочу отметить здесь, что Министерство внутренних дел до этого уже в письменном виде давало свою позицию, и я хочу остановиться на основных моментах, чтобы все не читать. Так, по первому вопросу, то, что по ходатайству Шарапова, что статья 95 действующего Уголовного кодекса противоречит части 2 статьи 56 Конституции Кыргызской Республики, хочу отметить то, что судимость это представляет собой правовое состояние лица, обусловленное фактом осуждения и назначения ему по приговору суда наказания за совершенное преступление и влекущее при повторном совершении этим лицом преступления, установленного уголовным законодательством, правовые последствия. Имеющие у лица непогашенная или не снятая судимость порождает особые, складывающие на основе уголовно-правового регулирования публично-правовые отношения его с государством, которые при совершении этим лицом новых преступлений служат основанием для оценки его личности и совершенных им преступлений как обладающих повышенной общественной опасностью, и потому предполагает применение к нему более строгих мер уголовной ответственности. Также стоит отметить о принципе неотвратимости наказания. Лицо, совершившее деяние, предусмотренное Уголовным кодексом Кыргызской Республики, подлежит наказанию и другим мерам уголовного права воздействия. То, что в части 2 статьи 23 Конституции Кыргызской Республики указывает, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены, но в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, и судимость порождает особые публично-правовые отношения гражданина с государством, которые выражены в некоторых обременениях и ограничениях прав для такого лица и обусловлены в том числе его общественной опасностью. Также погашение судимости – это прекращение всех правовых последствий, связанных с совершенным преступлением и отбытием наказания за него. Погашение судимости происходит автоматически по истечению срока, установленного законодательством. В этой связи считаем, что статья 95 Уголовного кодекса Кыргызской Республики не противоречит требованиям части 2 статьи 56. Так, касаемо второго вопроса о признании части 5 статьи 80 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, противоречащей статье 55, части 2, 4 статьи 56 и части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Отмечаем следующее. Так, в данном случае необходимо отметить, что при рассмотрении судами однородных уголовных дел некоторые дела по тем или иным основаниям могут продлеваться, что приведет к уменьшению конечного срока отбытия наказания. Кроме того, данный фактор имеет под собой коррупционный риск оставаться как можно дольше в следственном изоляторе вследствие сокращения срока наказания. В связи с изложенным считаем, что расчет наказания в виде срока содержания под стражей до вступления в законную силу из расчета 1 день под стражей за 1 день лишения свободы направлен на защиту прав, восстановление справедливости и равноправия. С учетом изложенного считаем, что норма части 5 статьи 80 Уголовного кодекса не противоречит нормам Конституции Кыргызской Республики. Я закончил.